Добрый вечер, дорогие телезрители. День Республики. Это день принятия Декларации о государственном суверенитете. Достойными памятниками культуры, архитектуры и главная ценность — это люди. У нас сегодня в гостях Эльвира Муталова. Именно она расскажет нам историю успеха молодых людей из Башкирии. Молодежи Башкорт 2.0. Эльвира, привет. Привет. Как у тебя? Мне нравится. Отлично. Давай я расскажу немножко нашим телезрителям о тебе поподробнее. Помимо того, что Эльвира у нас является автором книги, также она учредитель и заместитель председателя Конгресса, основатель и руководитель в 2013 по 2015 год Башкирской молодежной ассоциации «Аманат» в Санкт-Петербурге. Не ошибаюсь, вот самые, наверное, главные такие достижения. Эльвира, я, насколько знаю, что ты давно уже живешь за пределами Башкортостана, но, тем не менее, популяризируешь культуру, да, и за ее пределами, в частности, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Для чего это? Почему... Интернат имени Рами Гарипова, и уже 11 лет живу в Санкт-Петербурге. Связана с нашей республикой, потому что я еще со школьных лет была очень активной и участвовала в общественной жизни школы, затем и в гимназии имени Рами Гарипова. И когда приехала в Санкт-Петербург, общественная жизнь моя продолжилась. Мы нашли друг друга, то есть мы земляки, там находим друг друга. В то время тогда как раз социальные сети появились, ВКонтакте, и активно находили друг друга и общались с нашими ребятами. Это в каком году было? Это было в 2007 году. В 2007, да, просто сказала. В 2017, я думаю, так вроде же совсем недавно. В 2007. Да, в 2007 году. Тогда мы когда в Санкт-Петербург приехали, мы нашли там своих земляков, например, там Буканова Люция Гафаровна, у нее есть фольклорный ансамбль «Ирандек», там находили друзей. И затем мы стали общаться с ребятами и поняли, что у нас нет такой ассоциации, такого места, где мы, молодежь из Башкортостана, собиралась бы, общалась бы, и решили создать Башкирскую молодежную ассоциацию «Аманат» в 2009 году. Почти 10 лет, да, уже? Да, скоро будет 10 лет, и я и еще 5 моих друзей, в том числе моя родная сестра, и также один из друзей впоследствии стал моим мужем. Вот, мы вот работали ради нашей ассоциации, проводили мероприятия, и со временем, когда мы уже стали взрослее, ассоциацию передали студентам, но все еще помогаем, советы даем и курируем каким-то образом. Там другие сейчас руководители и активисты, но мы сейчас занимаемся конгрессом Курултаем Башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уже проводим мероприятия для взрослых. А сколько в этой организации есть какое-то... Можно ли посчитать, сколько людей в ней состоит, да, и сколько людей вы охватываете? О каких количествах идет речь? Вообще, по сравнению, допустим, с той же Москвой, в Санкт-Петербурге меньше наших земляков, поэтому у нас, например, в группах около 3000 человек, и приходят на мероприятия, если это небольшое мероприятие, около там 60 человек. Если это крупные мероприятия, то, ну, допустим, если это театральная студия, у нас есть «Аманат», мы, допустим, показываем, ставим спектакль, приходит там около 200 человек. Но если это большие концерты, там уже собираются там по 1000 человек. Но это, конечно, непосредственно не наша организация. Если это концерты, мы просто помогаем нашим другим землякам и другим организациям в организации концертов. Отлично, слушай, ну 1000 людей на концерте — это... для Санкт-Петербурга. Да. Почему именно общественная деятельность, да, так скажем, связана с культурой, да, со своей национальной культурой? В принципе, новый город, есть большие возможности для того, чтобы выбрать какое-то другое направление общественной деятельности. Но все-таки ты осталась верна своему там родному краю. Да. Почему такой выбор?
Потому что это, я думаю, что зов сердца, потому что все-таки я сама училась в школе, далее в гимназии, и мне была привита любовь к своему живя вдалеке от своей родины, слушать родную музыку, общаться на родном языке или видеть просто землю. И татары, но у нас в основном, конечно, в наших ассоциациях это башкиры, далее есть и другие национальности. С нами на наши мероприятия ходят и другие, и русские, и чуваши, и марийцы, все многонациональные наши республики. Как ты знаком с культурой, с языком. Да, в Санкт-Петербург. И они, для них наше мероприятие тоже отдушина, то есть они тоже радуются. Как будто побывали дома, да, они так и говорят. Башкирии. Так и говорят, да. Я знаю, что в рамках, получается, ассоциации существует несколько направлений. Это есть театральный кружок, это есть футбольная какая-то. Довольно большой разбег, по направлениям. Какие направления есть еще? То есть, как вы уже назвали, спортивные, это чемпионаты по футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу и так далее. Театральная студия. Далее мы представляем Башкортостан на международном. Потому что проводятся форумы межнациональные, мы также представляем нашу республику. И есть в Санкт-Петербурге молодежный дом национальностей. При Доме национальности работает молодежный совет. Мы там также состоим и ходим на форумы уже всероссийские и городские. Также у нас проводятся экскурсии для первокурсников, встречи с первокурсниками. Когда ребята только приезжают, мы для них организовываем встречи и с ними знакомимся, помогаем, при заселении помогаем, например. Также да, в принципе, как можно говорить о башкирской культуре без такого направления, как песни. Да. Экскурсии. Мы ездили в такие города, как Пушкин, Сестрорецк, Павловск, Гатчина, Петергоф и другие. Направлений очень много. В общем, это целое сообщество. Да, сообщество друзей, родных в одном крае и создавать что-то творческое, именно состоя в этой ассоциации. Да, и ощущать себя как дома. Ощущать себя как дома. У нас есть интересное одно видео. Давайте его посмотрим прямо сейчас на экране. Иң бөйük һүз, әле әйтелмәгән, иң бөйük килер ул зур байрам, туй яһарбыз шаулап урамда. Ул туйга мин, бәлки, барып етмәм. Ярһы атым янып егылыр. Тик минһез дә тулы булыр ул туй. Мин белмәгән дустар йыелыр. Көсөн хаклап саптым, телем ысынлап та килде ул көн. Бүген бездә зур байрам. Безнең урамда байрам. Рәсәйнең бөтә төбәкләрендәге башкортлар бүгенге көндә уның иҗадын, уның шигырьләрен исләр өчен иң зур мәйданнарга йыелдылар. Санкт-Петербургтагы башкорт яшьләре бүген каланың, төньяк баш каланың иң зур мәйданында уның шигырьләрен искә алып, шигырьләрен ятлайлар. Только что мы просмотрели видео с участием Эльвиры. Оно было сделано в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, если я не ошибаюсь, Эльвира. Да. Расскажи, что это за видео,
как оно было создано и к чему приурочено. Как я уже сказала, наша общественная жизнь неразрывно связана с республикой. И в это время, как раз несколько лет назад, в Башкортостане был марафон чтецов, посвященный Рами Гарипову. И люди собирались на разных площадках и читали стихи башкирского поэта Рами Гарипова. И мы там также собрались и читали стихи. Также, как обычно, Санкт-Петербург был, несмотря на то, что это была дождливая погода, мы собрались, вышли и отпраздновали вместе с республикой этот праздник. Как относились прохожие? Совершенно улыбаемся, к нам также хорошо относятся, люди присоединяются к нам, поэтому все хорошо в этом. Мы поговорили тогда немного о тех проектах, о тех организациях, с которыми ты работаешь, в которых ты состоишь. Но это ведь твоя не основная профессия. Кто ты по основной профессии, ты чем ты занимаешься? Я знаю, что профессия не совсем творческая и не связана так активно с общественной деятельностью. Пару слов об этом расскажи. Я работаю вот уже 8 лет юристом. Да, действительно, возможно, для меня это профессия творческая, потому что именно моя деятельность связана с бизнесменами, предпринимателями. Я работаю с бизнесом и часто общаюсь с людьми, поэтому очень люблю свою профессию, получаю удовольствие от общения, от тех людей, от которых веет энергия. Основная деятельность, и в дополнительное время я занимаюсь общественной деятельностью. Ну, как относятся твои родные и близкие к тому, что есть работа, которая времени, и тут общественная активная деятельность? Как они относятся? Как относится супруг? Расскажи вот пару слов об этом. Поддерживают, мои близкие тоже вовлечены во все процессы. И также мой супруг меня во всем поддерживает абсолютно, потому что даже если я какие-то проекты затеваю, я обязательно согласовываю со своим супругом, поэтому он меня во всем поддерживает. Вы активно вдвоем продвигаете и ассоциацию, да, насколько я понимаю, тоже в ней активно принимает участие? Да, он также активно принимает участие, также занимается спортом, и он тоже болеет за свою малую родину. Отлично. Скажи, пожалуйста, мы вот так плавно переходим от активной жизненной позиции, да, общественной деятельности к книге. И насколько я знаю, что книга И вот мы с тобой общались до эфира, я знаю, что первая книга — это книга, посвященная твоей бабушке. Она сейчас у нас есть здесь. Расскажи о ней поподробнее. Да. Мы живем сейчас с моей бабушкой, которая сейчас 88 лет. Ее жизнь неразрывно связана с жизнью нашей страны. То есть в годы Великой Отечественной войны она пережила очень тяжелые потрясения. Ее и еще нескольких молодых девочек отправили в Удмуртскую республику на лесные работы. Они загружали в день по 36 кубометров леса. Вот, поэтому бабушка нам всегда рассказывала про свою молодость, про свою тяжелую жизнь в годы войны. И я все это слушала и решила на ее 85 лет, на ее 85-летний юбилей подарить ей книгу о ее жизнедеятельности. И вот эту книгу выпустили. Также меня поддержал муж и мои близкие, мама. Вот, и подарили бабушке. Так что это такая семейная книга, небольшая. Я вижу, да, здесь фотографии, на которых изображена бабушка. И книга на башкирском языке. Да, и здесь около 40 страниц, если я не ошибаюсь, фотографии. Нарисовала, как она вот работает в годы Великой Отечественной войны. А на обложке фотография — это портрет моей бабушки, нарисованный ее сыном, который сейчас нет в живых, вот покойный сын.
Как отреагировала бабушка? Это ведь очень необычный, смелый подарок. И как тебе пришла такая идея? Для нее было приятно, конечно же. И для родных это был сюрприз, и приятный сюрприз. Сложно было? Любая работа, конечно, особенно связанная с книгой, занимает много времени и энергии. Конечно, так как это для семьи, это было не так сложно, я скажу, как, например, вот эта следующая книга, которая для большой, широкой аудитории. Но это в каком году, получается? В 2015 году. В 2015 году. Это такого было, мне кажется, да, легкий старт перед тем, как перейти к книге, которая по формату... Да, твоя книга, представляешь, можно говорить про первую книгу, можно говорить про вторую книгу. Расскажи об этом проекте, что это за история успешных людей, что это за успешные люди, вот с чего начался проект? Вот в возрасте 20-22 лет я начала интересоваться литературой, связанной с саморазвитием. Читала статьи о молодежи, которые добились успеха в своей сфере, которые решали какие-то сложные задачи. И в то время я подумала, я читала в основном про... Я подумала, что почему у нас нет такого проекта, где можно было бы прочитать о нашей молодежи из Башкортостана, о ребятах, которые живут среди нас и которые добиваются успехов. И это было бы полезнее, потому что читать о людях, которых ты не знаешь, это одно. А когда ты знаешь человека, и ты знаешь, что он рос с тобой вместе, там, мотивирует и вдохновляет. Поэтому в 2014 году, в январе, я опубликовала свою первую статью на сайте newbashkurt.com, и так и начался проект. Мой первый герой — это был Айнур Аскаров, режиссер. Я прекрасно помню даже еще наше первое интервью. Я у него брала по телефону. Он в то время жил в Санкт-Петербурге. Сейчас я помню, что он говорил, что хочет снять полнометражный фильм. Тогда он снимал короткометражные фильмы. И после этого у него уже вышло несколько полнометражных фильмов. Это я к тому, что наши ребята, вот герои книги, они ставят себе цели и обязательно этого достигают, потому что когда я готовила книгу к выпуску, я перечитывала статьи, их обновляла и обратила внимание, что мечты многих, мы же всегда спрашиваем, какие у вас мечты и цели, и получается так, что мечты многих уже сбылись, цели достигнуты. Поэтому это такой показатель, конечно. То есть изначально вообще сам проект начинался просто с сайта? Да. Была первая статья о первом герое, и так уже потихонечку пошло-поехало, и вот доросло до целой книги. Как критерий? Ведь молодой, успешный. Каждый вкладывает в это свое понимание. Сейчас много молодых ребят, и здорово, что они многие чего-то добиваются. Но ты как автор книги, автор проекта для себя внутри понимаешь, что да, этот человек участник проекта может быть, а этот, наверное, еще нет. Как происходит вот этот механизм? Я в группе у себя ВКонтакте и на сайте написала, что любой человек может принять участие в проекте и предложить своего героя, написать статью и предложить статью. И люди начали откликаться. И хочется отметить, что вот самые такие активные мои авторы, которые написали по несколько статей, это Гузелия Тулубаева, Фатима Ямбаева, Фаигуль Юнусова, Мариам Вильданова. Они предложили очень интересных, ярких героев, и эти статьи стали популярны. А если говорить о том, что как мы выбираем тех, кто нас вдохновляет, потому что все-таки достаточно много времени тратим на интервью, потому что мы готовим вопросы, потом разговариваем с героем, может быть, по скайпу, по телефону, ну и, может быть, там в чате. Далее мы готовим это интервью к выпуску, потом я их сама выкладываю на сайт. Мой муж мне создал сайт, я их статьи выкладывала. Поэтому это где-то 3-4-5 часов может даже занять. Но когда мы уже привыкли, мы, конечно, быстрее начали делать. Но мы не можем делать проект без вдохновения, когда ты пишешь об интересном человеке, хочется работать, хочется творить. Поэтому вот все мои авторы говорят, что герои их должны вдохновлять. Нам предлагали тех героев, которые
возможно, даже про них не желать, ну, в обществе какие-то деградируют, возможно, к деградации бы приводили, какие-то у них были поступки не очень хорошие. Вот. Мы про таких героев, конечно, не стали писать. И также люди предлагали за деньги писать статью. То есть был, да? Да. Вам предлагали написать про кого-то и говорили, Да. слушайте, ну, наверное, это не тот герой, который бы... Да. Потому что также за деньги предлагали. Поэтому мы не пишем о тех, кто не интересен для других, я скажем, и о тех, кто не вдохновляет. Понятно. То есть главный критерий — это чтобы человек действительно вдохновлял. Может быть, он добился чего-то не супер, может быть, каких-то высот, но в рамках там, своей деятельности у него есть достижения. Да, и он идет к своей цели. Здесь вдохновляет же те, кто идет к своим целям, к мечтам, ставит крупные цели. Или у них интересные проекты, связанные с республикой. Кстати говоря, у многих наших героев есть проекты, связанные с республикой. Если мы берем бизнес, вот если это бизнесмены, то бизнесмены, они, когда мы брали интервью, они жили, например, в Москве, а потом переехали в Уфу или в другие населенные пункты республики и развивают бизнес там, связанные с национальной кухней, например, или даже просто у них такие идеи есть, например, если брать оптику, да, Динара Шагиева, он открывает оптику в маленьких населенных пунктах, чтобы это было доступно для простых людей. Далее, если это музыканты, то они прославляют нашу музыку, выводят на новый уровень, на международный. Сейчас солист группы Аргамак, да? Я думаю, что он обязательно должен быть в этой книге. Есть. То есть возраст какой-то есть у человека, который должен быть, у героя, который должен быть представлен в этой книге? Нет, мы не ставим никаких рамок. Мы говорим, конечно, что это молодежь. Да, вот поэтому у меня вопрос. Молодежь у нас в нашей стране до 30, до 35. Где, мы не говорим до 35. У нас даже есть герои, которые и до 40 лет. Если человек более взрослое поколение, и человек интересен, и его советы помогут молодежи, мы про них тоже можем написать. Поэтому таких... Это ребята, которые вдохновляют, и вы их искали разными способами, да? То есть о ком-то говорили знакомые, кто-то сам изъявлял желание написать именно об этом человеке, потому что считает его примером для вдохновения. Правильно я понимаю? Да. И то есть это могут быть знакомые. Мне также предлагали о ребятах, которые живут там в разных уголках земли. Я же не всех знаю. Мне ребята писали, вот это такой-то, ну, знакомые писали. Напиши, можешь написать про такого. Книги в чем? Вдохновлять, да, мы с тобой понимаем. То есть, наверное, что-то за этим есть. Почему именно... Какая главная идея в ней заложена, помимо того, что вдохновлять? Кто ее читатель? Книга на русском языке. Чтобы каждый человек у нас в России мог эту книгу прочитать и увидеть, что Башкор 2.0 почему? Потому что 2.0 — это вот обновленная версия программы, когда мы же пользуемся гаджетами и постоянно обновляем программу. Мы в своем проекте говорим о обновленной. Ребята, Башкор 2.0. Новая молодежь. Идея в будущем эту книгу отправлять не только там в Уфу, да, но и за пределы там, здесь Уфы, в другие города. Может быть, в деревне, какие-то поселки. Об этой идее можно бы чуть-чуть поподробнее? Потому что я знаю, что ты горишь книгой, и неспроста, собственно говоря, есть желание отправить в деревню, в поселки. Еще один из героев сказал, что если бы я в школе, когда учился, увидел бы такую книгу и знал бы, что есть такие люди, про которых можно найти в интернете, написать, спросить, я бы быстрее бы развивался. Он так сказал. То есть мое развитие шло бы быстрее. Поэтому мы хотим распространять эти книги в школах и гимназиях, чтобы наши школьники также вдохновлялись и видели, что есть живые примеры успешных ребят, и знали, что они могут
видели бы, что изучили бы их опыт, чтобы не повторить их ошибки, потому что мы там про ошибки тоже много пишем, потому что, да, некоторые люди учатся на своих ошибках, но некоторые и на чужих тоже. Поэтому мы хотим, чтобы эта книга показывала путь ребятам из глубинки тоже. Я так предполагаю, что эта книга как раз-таки на этот возраст 9-11 класс, когда любая мечта, любое желание, оно осуществимо. Да, согласна. Наверное, больше про вот этот возраст подростковый. Но в том числе у нас не только подростки этой книгой интересуются, и студенты тоже, и взрослые тоже, потому что эту книгу можно назвать энциклопедией достижений нашей молодежи. И видеть достижения для взрослых — это тоже приятно, это повод для гордости, я бы сказала. И также добавила бы про школьных ребят. Я обратила внимание, что успешные люди, которые вот на мировом уровне достигли каких-то высоких успехов, они ставили свои глобальные цели в возрасте 11, 12, 13 идти к своим целям. Может быть, в качестве примера могу привести Криштиану Роналду, который в 11 лет сказал, что он станет самым лучшим игроком в мире. И он говорит, что все тогда посмеялись. Вот. Но он про себя подумал, что нет, я действительно стану лучшим. Поэтому также и про других тоже известных людей я обратила внимание, что свои глобальные цели они ставили в 11, 12, 13 лет в таком возрасте. На какие средства была создана книга? Это ведь абсолютно некоммерческий проект. Да, действительно, больших денежных вложений требует эта книга, потому что она используются здесь дорогие материалы, каждая страница глянцевая, жесткая обложка. Но качество бы тогда бы упало. Но хочется сделать, раз уже что-то делаешь, хочется, чтобы это было качественно. Фотографии действительно яркие, качественные. Да. И можно прям сразу, прошу прощения, что перебила, но действительно смотришь и понимаешь, что книга сделана очень хорошо. И фотографии передают и настроение человека, Да. и самого человека, направление его деятельности. Действительно приятно держать в руках, как мне говорили те, кто уже держали эту книгу. Поэтому книга то есть очень много людей готовы оказать поддержку, а 2/3 — это мои собственные вложения, то есть мне, конечно, мой супруг помогает в этом, поэтому мы будем продавать эти книги, так что я думаю, что У тебя создать книгу. Тебя поддержал твой супруг, поддержали активные ребята, кто вдохновился. Это же все равно своего рода риск. Риск. А что будет дальше? А получится, не получится? Почему ты пошла на этот риск? на самом деле я даже об этом не думала, что это какой-то риск, или я потеряю там какие-то деньги. Да, я действительно уже, я много времени потратила на это, много сил, около 8-9 месяцев готовилась эта книга. Поэтому, но я не думала о том. И я думаю, что это все правильно. То есть то, что я делаю, я думаю, что это правильно. Я вижу реакцию людей, я вижу тех, кто готов поддержать, поэтому все будет хорошо. Какой тираж у книги? 500 экземпляров. 500 экземпляров. А как стать автором? Как писать? Писать о других людях, возможно, ты захочешь после нашего эфира написать, может быть, о себе и добавить, хотя книга уже вышла, да. Но все-таки. Да, хоть и книга вышла, можно на сайте публиковать статьи, мы все еще продолжаем статьи публиковать, возможно, это будет вторая еще и третья книга, поэтому статьи мы все еще принимаем. ВКонтакте можно меня найти, написать и предложить своего героя, предложить свою статью. Так что ждем авторов. Мы открыты ко всем, к сотрудничеству. Поэтому любой человек может писать. А сколько сейчас Сейчас героев около 60, наверное, на сайте около 100 статей, там и на русском, и на башкирском.
Да, Есть потому еще что... и больше. Да, потому что здесь 300 страниц. Страниц книга. Это была бы уже целая энциклопедия. Да, да. Поэтому мы выбрали только самые яркие, интересные интервью, где было много комментариев и отзывов, и включили их в книгу. Интервью, комментарии, отзывы имеешь в виду на сайте, да? На Когда люди сайте, ВКонтакте. И некоторые люди стесняются и пишут в личку авторам. Там говорят, что вот я прочитала интервью с этой девушкой, она меня так вдохновила, я начала изучать английский, ходить на фитнес, там, ставить крупные цели. Вот, и действительно потом вот эта девушка, которая, например, писала вот этот отзыв, у нее очень карьера пошла в гору. Поэтому статьи вдохновляют. Приятно, наверное, собирать такую обратную связь, да, какие-то отзывы, когда ты понимаешь, что чье-то решение, чью-то цель ты смогла своей книгой вместе с ребятами поменять. Да. Собираешь ли ты такие отзывы, обратную связь? Письма, может быть, какие-то комментарии? Они у меня есть. В прошлом году делала подборку и для презентации делала. И отзывы также есть у нас в группе ВКонтакте, есть раздел отзывы, а также на сайте под каждой статьей. Говоря о героях, которые стали участниками, да, собственно говоря, твоей книги, из каких они городов? Возможно, даже я знаю, что даже из некоторых из других стран. Какая география героев? География обширная. Изначально была цель писать не только о тех, кто в Башкортостане живет и в России, но и тех, кто за рубежом. Да, у нас самое большое количество героев из Башкортостана. Далее у нас Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и другие города. Также герои наши из Европы, из Азии, Америки, Бразилии. То есть получается всего 5 континентов, даже из Африки, из Уганды. И один герой у нас из Австралии. И это все ребята, которые проживали в Республике Башкортостан, отсюда уехали за своей мечтой, за профессией, за какими-то новыми целями, правильно? Да, они там строят карьеру или для нашей страны. Есть те, кто после университетов рискнули и поехали дальше получать образование. Например, девушка из Австралии, когда я брала у нее интервью, Альбина Ильясова. Альбина Ильясова, она говорила, что у нее цель была стать достойным научным деятелем. И она действительно, вот я когда брала интервью, она собиралась поступать в университет Австралии. После этого также, вот, возвращаясь к целям, да, она добилась поставленной цели, да, сейчас учится в университете, получает PhD уровень. Если говорить про будущее, про цели, какие цели именно в рамках с рассказом о своей национальной культуре ты себе ставишь? Вот сейчас есть первая, вторая, третья высота. Какая ступень дальше? Какие цели у тебя? Мне в связи с этим проектом есть сейчас много предложений. Там предлагают вывести на более высокий уровень, на новый уровень. Может быть, сделать видеотрансляции или какие-то еще, делать YouTube-канал. Я сейчас буду думать после выпуска книги, после получения отзывов от наших читателей, как дальше развивать конкретно этот проект. Сейчас у меня, если говорить о целях, дальше развиваться по направлениям и по общественной деятельности, и по личной, в личном жизни, в личной, и также в карьере так гармонично развиваться, ставить также цели, достигать их. Вот эта тема, да, развития, мы с тобой, когда разговариваем, она такой красной нитью идет. То есть все время есть нацеленность на то, чтобы было обязательно развитие. Это вот прям какая-то твоя установка, чтобы обязательно видеть динамику, чтобы обязательно видеть цели. Стиль жизни? Нет, я думаю, что, не знаю, но мне кажется, просто у меня сейчас такое окружение складывается, когда ты общаешься с такими. И вообще мне интересно делать новые проекты, интересно их ставить цели, потом их достигать. Действительно, возможно, это стиль жизни. Не знаю. Скажи, пожалуйста, для чего продвигать свою культуру? Именно тебе?
я все-таки получила, наверное, вот этот стержень, связанный с моей культурой, с республикой. Это все идет, конечно, от семьи, от воспитания, потому что наша мама еще с 2-3 лет благодаря им мы выступали на сцене. У нас дедушка играл на курае. Мы участвовали в театре еще где-то с 5 класса. Далее еще учеба в Республиканской гимназии интерната имени Рамии Гарипова дала мне вот этот стержень. И у меня есть, на башкирском говорится, рух, ну вот этот дух своего народа. И хочется все-таки развивать, и не хочется это терять. Потому что я считаю, что человек, который теряет свои корни, подобно тому, что человек без, ну, говорится же, человек без своей родины и без вот этих, как дерево без корней. Поэтому я дерево, корни — это моя республика, мой народ, моя культура. Поэтому я без корней не буду развиваться, поэтому мне это нужно для того, чтобы быть счастливым человеком. В современное время глобализации, да, очень популярно, модно и необходимо для того, чтобы развиваться, уезжать из своего региона, уезжать из Башкирии. Как ты думаешь, можно ли сохранить свою культуру и самобытность, находясь далеко от исторической родины, находясь в другой стране? Как можно, какими способами сохранить? Способ номер 1 — это, собственно говоря, создать свою ассоциацию и продвигать ее. А если это другие страны, как быть тогда? Что можно придумать? Как сохранить свою самобытность? Действительно, сфера общения, люди, с которыми ты в Санкт-Петербурге и в Москве больше возможностей для общения с земляками, а в других странах, конечно, посложнее. Поэтому очень сложно сохранить свою культуру. Я это вижу и по своим героям. Поэтому те, кто хотят сохранить, они все же после получения образования и после получения необходимого опыта в работе обратно возвращаются в республику, чтобы применять эти знания для страны своей. Поэтому самое главное идет от семьи, воспитание в семье. Если в родной культуре, то это все будет. Но все-таки для того, чтобы сохранить и приумножить нашу культуру, все-таки нужно быть здесь, в Башкортостане. Поэтому также выходить замуж, если выходить замуж за иностранцев, да, это тоже сложнее, потому что, да, это слияние культур, там, знакомство с новой культурой, но сохранить дальше, чтобы передать своим потомкам. Даже если ты не проживаешь на территории Башкортостана, все-таки возвращаться, напитываться этой энергией, напитываться настроением, Да. и иметь возможность сюда приезжать. Я правильно Да, понимаю? да. Это один из рецептов, чтобы... Спасибо большое тебе за эфир. Я желаю успехов в твоей книге, желаю успеха твоим героям. Наши телезрители, думаю, что подумают, кто бы из знакомых мог стать героем, и обязательно с тобой свяжутся, зайдут на сайт, посвященный этой книге «Башкор 2.0». Спасибо за беседу и твое стремление сохранять культуру. Спасибо тебе. Дорогие телезрители, я надеюсь, что вне зависимости от того, где вы будете проживать, вне зависимости от вашего места жительства, вы будете помнить о своих родных краях. Это был диалог в прямом эфире на городском телеканале ЮТВ. Увидимся, до встречи, пока-пока.